в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. «27 апреля на дворе, и на «Эхе Москвы» в Уфе начинается в прямом эфире «Уфимский разворот». Вас сегодня приветствует Разиф Абдуллин, Руслан Валеев и за пультом Никита Полянин. Напоминаем, что прямая трансляция в Ютубе у нас традиционно запускается, где есть чат. Общайтесь между собой, пишите вопросы нам. Вопросы можете писать также и по теме, которую мы обсудим после перерыва на новости. У нас будет гостья с ландшафтным дизайнером и сотрудником Института развития городов Башкортостана Ларисой Ащауловой. Мы обсудим городское озеленение, если говорить в целом. Но если в частности, то истории, связанные там с Советской площадью, с какими-то другими вырубками и посадками, которые в городе происходят сейчас, кстати говоря, происходят, да, если вспомнить последнюю субботу, вообще целый общенациональный субботник был на эту тему. Но это все во второй части, а в начале у нас пресса, фрагмент, голосование и, конечно, анонс, с которого мы начинаем в последнее время все программы, связанные с дилетантскими чтениями, которые 15 мая состоятся в Уфе. Политолог Екатерина Шульман к нам приезжает впервые и прочитает, во-первых, лекцию на тему «Права и вольности до первых дум», во-вторых, пообщается со всеми, кто придет. Большой зал Колизеу бывшего комплекса «Огни Уфы», ныне Тинькофф Холла, ждет всех желающих. Билеты уже в продаже на сайте kassir.ru, а также в кассе Конгресс-холла. Прошу прощения, Тинькофф Холла. Вот, покупайте как можно быстрее. На мой взгляд, лучшие места вот уже практически точно завершены, по крайней мере, вот первые два ряда полностью почти заполнены, друзья, поэтому присоединяйтесь. Впереди у нас каникулы, когда будет не до этого, как говорится, не до покупок, а зато, если купите сейчас, будет чем заняться в первую субботу после этих самых длинных каникул. 15 мая это действительно суббота, и мероприятие состоится в 16:00. В принципе, нормальное, довольно удобное время. Наша аудитория, и не только наша, а та, которая слушает федеральное эхо, наверняка очень хорошо знают Екатерину Михайловну. Поэтому приходите, покупайте билеты. Еще раз призываю, ссылка у нас есть на сайте, в социальных сетях, в телеграм-канале. Под каждым эфиром в Ютубе также эту ссылку найдете. Ну, либо просто по старинке, как я уже сказал, можете в кассу сходить. Ну, вроде все дежурное озвучил, а теперь можем перейти к обзору прессы. Обзор прессы. Я вот обратил внимание, что «Новая газета» написала 2 статьи, посвященные нашей республике. Одна из них касается экологии и в том числе освоения худолазского месторождения. Статья называется «Худо ли?». В общем, от худолазского месторождения разработки выиграют все, но надо ли было бить людей для этого? То есть, для того, чтобы согласиться. На самом деле автор задается таким справедливым вопросом. Вроде выбор оптимальный, как сейчас признали в правительстве, но об этом же говорили общественники, ученые ровно год назад на событиях на Куштау, после которых, как бы, собственно говоря, президент страны обратил внимание на проблему Башкирии, и вот там все сдвинулось с места. Ой, когда Марс Гилязович Сафаров об этом говорил, как бы, мягко говоря, улыбались лишь в ответ ему на эти самые предложения. Кстати, он предлагал тогда вообще в комплексе решить проблему и БСК, и на тот момент Сибайского карьера. Значит, привезти с Худолаза, соответственно, сырье сюда, в Стерлитамак, а Белые моря с помощью там того же поезда или трубопровода перекачать в Сибайский карьер. Вторая инициатива пока, конечно, своего решения не нашла. Но кажется, вроде как фантастическим, но на самом деле, мне кажется, ничего невозможного нет. По поводу известняка из Худолаза тоже говорили, что это фантастическое решение. Оно, оказывается, вполне себе реальное, и вот уже все, значит, готовы на всех парах это дело реализовать. Кстати, не только, понятно, «Новая газета» об этом пишет. Да, и местные издания тоже пишут об этом. Я просто обратил внимание, что федеральная пресса пишет. Да, это важно. Тем временем МВД по Башкирии возбудило административное производство не в отношении там, участника какого-нибудь акции Алексея Навального, а в отношении организаторов концерта «Спасибо врачам 3», который прошел при поддержке «Единой России», несмотря на противоэпидемические ограничения. Об этом пишем мы на «Эхе».
Значит, 27 марта концерт был, я напомню, и соответствующий ответ пришел одному из городских активистов Ивану Апаеву за подписью подполковника Ильдуса Шангареева. Мы не знаем конкретно, кто привлекается, привлечен ли, был ли суд, но якобы административное производство вот по статье 20.6.1 КоАП возбуждено по поводу как раз-таки правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения. Это та самая статья, по которой меня пытались привлечь за маску, кстати говоря. Вот. Понятно, что каких-то огромных санкций здесь быть не может, но так или иначе не смогли отвертеться, по крайней мере, в своем ответе, да? Потому что в чем предпосылки? То есть активисты, которые не раз заявляли о том, что хотят провести акцию протеста там, против ЖКХ, высоких тарифов и так далее, всякий раз получали отказ с отговоркой, что у нас ковид. Вот. А в то же время концерты всякого рода и другие околовластные мероприятия легко происходили. Так вот, они решили заявить, а что ж такое? Ну, вот полиция в итоге отвечает, что то есть да. суд принял логику, что люди одинаковые, вирус тот же самый, как бы условия одинаковые, не должно быть разночтений до закона. Ну да, хотя бы вот в этом смысле формально. Но опять же, мы еще не знаем, кто именно здесь понес ответственность и понес ли вообще. Ну просто есть некое производство. Возможно, в отношении неустановленных лиц и вообще ничего тогда не будет в результате. Ну посмотрим. Ну я о второй теме по экологии. Уже местное издание УФА-1 статью опубликовало, что происходит с экологией в Башкирии. И здесь мне очень интересная цифра, что Башкирия занимает 8 место среди регионов России по количеству выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ. Это плохое почетное такое 8 место. И цифра о том, что у нас полигоны заполнены уже настолько, что их 5 всего, напомню, в Башкирии, и их остаточная вместимость, то есть осталось свободного места, всего 2%. То есть это достаточно такая серьезная проблема, над которой, мне кажется, стоит работать. Пока больше говорят об этом, кстати, и то там, то сям, вот в телеграм-каналах вчера только наблюдал, по-моему, по поводу Бирского района, что вот якобы местный там оператор полигон официально уже заполнил и выгружает все остатки уже, причем не первый год выгружает их за пределами огороженной территории, а это все может принести ущерб там водной среде, лесам, реке Белой и даже озеру Шамсуддин, который находится и является курортом своего рода в Бирском районе. Правда, озеро, я посмотрел по карте, находится на другом берегу Белой, ну так или иначе. Проблема полигонов от этого не решается, к сожалению. Это УФА-1, да? Да, вот здесь, кстати, здесь инфографика есть по поводу рейтинга регионов. Действительно, у нас тут соседи довольно-таки серьезные промышленные субъекты. Это Красноярский, Кемеровская область, Хмао, Свердловская, Янау. Ну, то есть все те, которые являются главными донорами всей России. Вот. А на этом фоне мы тут соседи, да, по экологическому ущербу, а по финансовому благосостоянию, скажем так, не совсем соседи с этими регионами, которые перечислены тут. Тем временем из положительного по экологии уфимские биологи провели уникальную операцию по спасению кужановских лиственниц. Об этом пишет «Комсомолка» в Уфе. Значит, они эту самую операцию провели, они на зиму вообще готовились, да, к этому, обмотали эти стволы полиэтиленом. Кстати, надо напомнить, о чем речь, да? Да. У нас в Абзелиловском районе осенью, когда уже, скажем так, зелень сошла, кто-то эти лиственницы подпилил, и они чуть, ну, мягко говоря, не упали. Остались лишь какие-то небольшие участки древесины, не распиленные. До сих пор непонятно, кто совершил этот акт вандализма, а лиственницы являются уникальными, там, по некоторым данным, им по несколько сотен лет. Просто красивый объект природы. И вот ученые пытаются спасти, хотя, я так понимаю, на сегодняшний день до сих пор гарантии того, что они сохранятся, нет. Да, да. Вот. Сезон, кстати говоря, покажет, да, вот сейчас вот начинается так называемая вегетация, и видно будет, насколько эти лиственницы останутся зелеными и смогут распустить свои иголочки. Все-таки, надо сказать, иголочки, да, у лиственницы, хотя это и дерево листопадное. КП об этом более подробно пишет, можете почитать. Тем временем есть у нас интересный момент, связанный с взаимоотношениями блогеров и ГИБДД. Суд оценил страдания инспектора. Экс-сотрудник ДПС Уфы выиграл у блогера. Блогер снимал, в общем, на телефон свои взаимоотношения с инспектором, задавал вопросы, проверял знания инспектора, там, закона о полиции и так далее, как это бывает. И было, кстати, очень распространено в Ютубе. В последнее время такого я не часто вижу. И в результате суд признал моральный ущерб в адрес полицейского 20 тысяч рублей. История не вчерашняя даже уже, и даже уже полицейский не работает в полиции. Но суд посчитал, что блогер не имел права, оказывается, демонстрировать лицо
значит, человека в интернете. Вот это для меня очень любопытно. Как же человек является должностным лицом, находится при исполнении обязанностей, и, в общем, как бы суд встал на его сторону. Не очень хороший прецедент. Интересная практика, да, будет ли она распространяться дальше. Я вот две заметки хотел бы скоррелировать. Значит, одна заметка РБК: Башкирия ухудшила на одну позицию место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. 38 место она занимает. Исследование подготовило агентство национальной кредитной рейтинги. У нас стало больше педагогов, медиков. Стало меньше серых рабочих мест, вот, но, тем не менее, мы на одну позицию ухудшились. И зато мы заняли второе место по количеству задержанных на протестной акции 21 апреля, и МКСЭТ анализирует, оно дает слово экспертам, почему так произошло. Мнения разные, но вот одно из более такая, вырисовывается общая картина, что Москва не давала четких указаний, и каждый регион действовал самостоятельно, по своим обстоятельствам. И вот, видимо, в Башкирии было принято такое решение действовать жестко. Да, Два разных места. Второе место по количеству задержанных, и 38-е по качеству жизни. По поводу задержанных, хотелось бы, конечно, наоборот. Тут много уже сказано, еще будет сказано, почему вы задерживали таким образом, а не иначе. Да? У нас, например, раньше, наоборот, как-то акции проходили в сопровождении полиции, но без задержаний, и лишь потом выписывались штрафы и аресты присуждались. А тут вот так вот решили, хотя вроде протоколов при этом не так много составлено. Как говорится, тут остается лишь гадать. Ну и вот еще один момент. Депутат Благовещенска Сергей Жуков заявил о невыполнении майских указов Владимира Путина, тех самых майских указов, согласно которым средняя зарплата сотрудников здравоохранения, образовательной системы должна быть не ниже определенного уровня, средний по региону, по-моему. И конкретный пример приводится по детсадам, и приводятся данные конкретных людей. Оказывается, по его данным, надбавки эти, связанные с указом Путина, получали лишь руководители, а рядовые сотрудники детсадов не получали, и никому до этого нет дела. Кстати, не раз я слышал уже о том, что во исполнении этих майских указов, когда сроки заканчиваются, из кожи вон лезут для того, чтобы разово заплатить, отчитаться, что вот у нас средний медперсонал, младший медперсонал, нянечки в садах и так далее получают эти деньги, они их получают 1-2 месяца, а потом все возвращается обратно. И те же самые 13-15 тысяч зарплата является даже не самой маленькой, к сожалению, в этой сфере. Но люди молчат, по большому счету, да, вот какие-то редкие случаи вот так вот выскальзывают, когда депутат какой-нибудь или, может быть, журналист об этом громко начинает говорить, а в большинстве-то своем люди терпят, к сожалению. Но все-таки это дело профсоюзов. Вот здесь как раз об этой теме одна из заметок про Уралинфо напечатала, что газовщика арматурного завода Благовещенский восстановили на работе по решению Верховного суда в апелляционной инстанции. Он раньше проиграл, он создал независимую профсоюзную организацию на заводе, и после этого был уволен еще в ноябре прошлого года. Вот он все это время судился, и сейчас справедливость восстановлена. Иногда есть шанс и есть важность, наверное, да, все-таки бороться за свои права. А мы сейчас, друзья, послушаем фрагмент вчерашнего эфира послесловия с Заматом Саитовым, в гостях которого был блогер Владимир Кобзев. Конечно, говорили о блогерстве и о визите блогера Ильи Варламова в Уфу. Многих озадачило внимание к российскому блогеру Илье Варламову со стороны башкирских властей. Вот чуть ли не ноги мыли, когда он сюда приехал. Вот как это понимать? Признание влияния критики в соцсетях в случае с Варламовым? Или же блогер Варламов, которому, поговорить, заплатили немалые миллионы, пример удачной монетизации статуса блогера? Это удачный пример. Показано было, как надо работать. Ведь первый его пригрел Кадыров, допустим. Да, ему все показали, сказали, найди нам, что плохого в нашем. Ведь история с Варламова она давняя, с 2014 года. Подождите, найди нам. А что они сами, не видели, что ли? Почему обязательно пришлого блогера стороны? Смотрите, как и башкирские власти тоже. Прямо мессии сошел на землю уфимскую, этот блогер. Потому что он пришел и показал Уфу людям. Вы понимаете, насколько важно А блогер Кобзон не показывает Уфу людям? Конечно, блогер Кобзон с оглядкой показывает на Уфу. А почему? Людям. Во-первых, у блогеров Кобзона меньше количество инструментов. То есть, понимаете, да, бомба, брошенная Варламова, она посильнее будет. Второе, блогеру Кобзону нет смысла кидать эти бомбы, да, потому что, это мой регион, я же чувствую, что я работаю в минус, да, я могу на Пикабу выложить что-то, там миллионная аудитория, да, мне нужна аудитория, я выхожу туда. Но я же не буду ямы сипайловские выкладывать. Почему не будете? Вот выложил бы блогер Кобзон ямы. Да, это наше местное дело. А то, что Варламов прилюдно трясет нашим бельем. Да не трясет, он приходит и показывает. Смотрите, а потом идет шантаж. Говорит, я к вам приеду и похвалю вас. За деньги.
деньги. Да, ну пускай за деньги, не за деньги, за влияние, за что угодно. Но смотрите, ведь он может это сделать. Невозможно покинуть Омск, помните, да? Они мочили этот Омск бедный. Он задает тренд, мы подхватываем все. Он Муфу мог какую угодно обидную кличку придумать, мы потом ее Владимир, годами бы от нее какой-то отмазывались. нечистоплотностью вот веет от Почему? всей истории с этим блогером. Почему он не имеет права рассказывать, как выглядит город? Вот в чем неправость Если человека? он действительно, скажем так, ему болит сказать, душа, как у урбаниста, я не знаю, надо ему болеть душой. Я приехал в город, нащелкал ямы. Они говорят, так ты приезжай не весной. это шантаж, приедь это рэкет. нам в лето. Это Да шантаж, рэкет. Это я могу приехать похвалить, дайте мне несколько золотых монет. Слушайте, он по-другому сказал. Он говорит, вот как вы выглядите со стороны. И он показал всей России. Вот, хорошо, вот он приехал, что Уфу с лучшей стороны показал, что ли? Ну, проехал по набережной на велосипеде, и что? Подождите, вы сейчас, когда он приехал, или когда он Сейчас. Первое пришествие Варламова у нас было, второе перед ШОСом он мочил их всех, когда не мог позволить себе. А вот теперь, Елалов не мог. Понятно. Да, понимаете, говорит, вся Уфа на дыбах стоит, у него мощные инструменты, он же не простой блогер, у него тысячи просмотров. Хорошо. И смотрите, и вся Уфа на дыбах стоит, а Елалов говорит, у меня нет в графике места для Ну и что? с вами встретиться. А кто он такой, чтобы у мэра миллионного города... Я мэр миллионного города, Ну, сказал Елалов. И проиграл. А Хабиров сейчас показал, как надо работать. Он говорит, смотрите, как работать надо. Ну, это же показуха. Показуха Сердюкова, когда мы встречаем здесь вот так вот, перекрываем весь город. Тоже это показуха. Тоже показуха. А он имеет право, а Варламов не имеет, да? Варламов это просто шантажист. У Варламов не просто человек, работающий с утра до вечера для того, чтобы у него была аудитория. Если бы бескорыстно работал, И другое он дело. эту аудиторию, почему вы имеете право ходить и получать зарплату? Вы же сейчас стоите за зарплатой. Вот пришел 12 число. Я здесь не получаю Неважно, зарплату, неважно. не получаю Да. я здесь. Мы работаем бесплатно здесь. И я работаю бесплатно, и все работают бесплатно. И мы сидим здесь в этом помещении, и микрофон у нас бесплатно. У нас все бесплатно. Нет, микрофон, к сожалению, не бесплатно, он стоит денег. Давайте скажем, что бесплатно, и тогда и все нам поверят. Я про что говорю? Я говорю совершенно про другое. Варламов создает империю. Медиа-империя. Вот почему у нас 200 миллионов на уфимские газеты можно свободно выбросить, да, в год? Платим же за бумажные газеты, да? За информационную работу. А блогерам... Какая информационная работа? мы платим... А Варламов приехал и рассказал, как на самом деле у вас. Варламову мы заплатили, чтобы он молчал. Подождите, давайте слово заплатили. Он же не сказал, что мы ему заплатили. Ну, народ... Значит, это у них. Народ. Народ говорит, что вы миллиардами ворочите. Да, серьезно, так и говорит. Вот Саитов ворочит миллиардами. Он сейчас вот поругал Марзаева. Завтра Марзаев с чемоданом денег к вам приедет сюда. Вот прям поставит здесь чемодан и скажет, задайте мне вопросы. Кобзев пришел. Что, денег не принес, что ли, никаких? А где ну, чемодан? это народ так говорит. Зачем мы сейчас будем? Не, давайте. Он полезен нам или не полезен? Мы хотим, вот он же предлагает дело. Довольно-таки живой эфир с блогером Владимиром Кобзевым был вчера у Азамата Саитова. Полная версия у нас на сайте и во всех соцсетях. Сегодня персонально ваш политолог Владимир Савичев после 15 часов. Вот, значит, тут нам пишут, почему указы раскручивали Варламова, спрашивает нас Зайнулла. Вы знаете, я вот, например, не знаю, можно ли оценить это как раскручивание. Наверное, не было специального указа президента, я думаю, точно не было. Да. Ну, Варламов сам долго стучался в закрытые двери Уфы и республики, в итоге, может, достучался все-таки просто, да? Тут я вот наблюдаю за уровнями рек, кстати говоря, на сайте Гидрометеобюро. Уровень падает вовсю, по крайней мере... тут данные на вчерашнее утро, до сих пор они сегодня не обновились, хотя на 8 утра должны были опубликовать новые брифинги на тему паводка, все еще проводятся. Ну это ладно. Хотим проголосовать, друзья. Вот у нас еще же Советская площадь вновь всплыла. Еще на прошлой неделе Ради Хабиров анонсировал установку колоннады вокруг памятника Шаймуратову, который тоже еще не установлен. Как бы ему посоветовали, сказали, что вот некие академики ему порекомендовали. На эту тему споры уже идут в общественном пространстве. Архитекторы в основном возмущаются. Но вот ваше мнение, вы наверняка уже видели эскизы того, как будет выглядеть Советская площадь с учетом колоннады, которая будет окружать, соответственно, памятник Шаймуратову. Такие белые колонны с позолотой. Кто-то начал сравнивать нас с Ашхабадом, но это как бы... отдельная история. Итак, если вам нравится эта идея, то есть почему нет? Правы академики, прав Ради Хабиров, который настаивает на этом. 262-72-47. Вам не нравится? То есть вы, может быть, специалист в архитектуре, может быть, нет, но вот просто визуально вам не нравится. Вам достаточно было бы того, что предлагалось ранее. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел.
Итак, новые элементы оформления Советской площади, связанные с колоннадой вокруг будущего памятника, будущей скульптуры генералу Шаймуратову, это хорошо. 262, 72, 47. То есть, наверное, все-таки виднее академикам, виднее главе республики, которые об этом говорят уже и, в общем, настаивают, по сути дела. Там вроде как элемент такой остался, что давайте обсудим, но было преподнесено таким образом, что, в общем-то, это как бы и решено уже. Хотя у нас бывает, что преподносится как решено, а потом передумывают, но вот все-таки. Итак, если вам нравится 262, 72, 47, либо не нравится, а просто вы считаете, ну, надо так надо, что ж, как говорится, не жалко. То есть положительно в целом оцениваете. А либо, если отрицательно, вы против такой инициативы, в любом случае, по какой-то причине, 262, 72, 48. Я помню, когда это только услышал, поделился в эфире даже мыслями, что вот есть вещи, в которых, ну, вообще как бы боюсь что-либо оценивать, это как раз вопрос архитектуры. Да, если еще в ландшафтной архитектуре я могу что-то сказать, там где-то в дорожном хозяйстве и так далее, то здесь прямо вот, не знаю, теряюсь. Ну, нельзя же говорить, на вкус и цвет товарища нет. Ведь на самом деле это определенные вкусы должны быть какие-то. И, ну, вкус к изящному, наверное, условно говоря. Меня, конечно, смутило, когда стали говорить, что это вот как раз отсылка к Ашхабаду, Туркменбаши, вся эта позолота, белый мрамор. Меня вот это сразу смутило, конечно. Ай-яй-яй. Для меня это не лучший позитивный пример. Но в целом вроде так вот посмотришь нормально. Ну, не знаю. Я, к сожалению, вот не помню старого вида, как бы без колоннады. Новые-то мы уже увидели сейчас, они свежие. Надо поднимать в памяти, сравнить картинку. Может быть, только так, если получится. 28% разив. Нет, вру, 33 поддержали и 67 против. Ну, то есть неоднозначно такой результат, хотя все-таки большинство против. Итак, мы уходим на новости. После перерыва поговорим еще с гостей. Половина седьмого в Москве, на Эхе новости, в студии Ирина Кучеренко. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Место и время, по его словам, это уже детали. Перевод РБК. Президент Российской Федерации подтвердил. Президент Российской Федерации подтвердил желание встретиться. Однако предложил со мной встретиться в Москве. Я уже дал поручение главе администрации президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией российского президента. И чтобы они нашли сроки, место или город, где мы могли бы встретиться. Ранее в интервью Financial Times Зеленский говорил, что формат Минских соглашений для урегулирования в Донбассе следует изменить. В Кремле не против встречи с украинским лидером, но обсуждать на таких переговорах можно только двусторонние отношения, сказал газете «Коммерсант» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин в ответ на обращение Зеленского заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинскому руководству нужно вести переговоры в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в том числе с Россией. Издания «Инсайдер» и «Bellingcat» выяснили, что офицеры ГРУ устроили диверсию на складе оружия в Чехии, поскольку предполагали, что оно может предназначаться для Украины. Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, использовавший этот склад, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Киева во время активной фазы конфликта в Донбассе. При этом сам чешский склад не был задействован в поставках, но в ГРУ, видимо, об этом не знали, полагают расследователи. Как пишут издания, после взрыва на складе некоторые участники группы возобновили операцию, нацеленную на Гебрева, но в этот раз они уже попытались убить его и его заместителя. Расследователи выяснили, что сотрудники спецслужб летали в Болгарию, где останавливались в отеле с видом на офис компании «Емка», принадлежащей бизнесмену. Весной 2015 года Гебрев был дважды отравлен нервно-паралитическим веществом. Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток либертарианца и председателя гражданского общества Михаила Светова. Его признали виновным по статье об организации митинга. В качестве нарушения ему вменили твит с якобы призывом, датированный 23 января, сообщил Светов, отметив, что срок давности по возбуждению административного дела истек. Политик также получил штраф в 30 тысяч рублей по той же статье за призыв к акции 21 апреля. В субботу вечером у Светова прошел обыск по делу трехлетней давности о развратных действиях. После этого он 2 дня провел в изоляторе временного содержания. По словам Светова, это время не будет учтено в счет ареста.
А в Москве ожидается сегодня облачная погода, местами небольшой дождь, 7-9 градусов. Сейчас в столице +2. Ирина Кучеренко, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд. Посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи, скорей в Фармленд. В аптеках Фармленд скидки до 50%. Фармленд, что надо. Подробности акции в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 15 мая в 16 часов в зале Колизео комплекса Тинькофф Холл пройдут дилетантские чтения с политологом Екатериной Шульман. Тема «Права и вольности до первых дум. Выборы и сословное самоуправление в Российской империи». Ведущий чтений Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Генеральный партнер чтений – аптечная сеть «Фармленд». Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru и в кассе Тинькофф Холла. В эту среду после 13 часов слушайте программу «Защита Буркина». Все о нестандартных методах и секретах защиты в сложных делах. Ведущий эфира – юрист Виталий Буркин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Уфе. На Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Правительство Башкирии планирует ввести должность парк-менеджеров. Глава регионального кабинета министров Андрей Назаров заявил о готовности рассмотреть возможность ввести в крупных городах республики должность парк-менеджера, который будет курировать развитие объектов благоустройства. По данным куратора Института развития городов Башкортостана Ольги Сарапуловой, ежегодно в регионе с учетом обновления существующих объектов создается порядка 160 общественных пространств, в том числе около 25 центральных площадей и парковых зон. В 2021 году должны завершить 18 проектов, победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сарапулова призвала повышать монетизацию общественных пространств, привлекая бизнес в парковые и рекреационные зоны, но сохранить бесплатный доступ к детским и спортивным площадкам для населения. В суд передается уголовное дело иглинского инспектора ДПС, 3 года собиравшего взятки с водителей. Старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС по республике с 18 по 20 год получал взятки водителей за нарушение ПДД. Их суммы варьировались от 2 до 30 тысяч рублей. Как пояснили в Следственном комитете, обвиняемый просил водителей перечислять деньги на банковскую карту своей матери. Полицейский признал вину и был уволен из МВД. Дело направлено в Иглинский межрайонный суд. Между тем, Верховный суд Башкирии подтвердил решение Калининского райсуда Уфы, который взыскал с уфимского блогера Салавата Байгильдина 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за размещенные в интернете видеоролики с участием инспектора ДПС Эльвира Газизова. Как сообщает «Коммерсант» в Уфе, в октябре прошлого года инспектор остановил автомобиль блогера, чтобы указать водителю на неработающие фары. Эльвир Газизов представился, предъявил удостоверение и обратился к Салавату Байгильдину с просьбой устранить неисправность. В ответ Байгильдин начал снимать полицейского на видео, задавая вопросы на знание законодательства и должностных обязанностей. Инспектор предупредил его, что не дает свое согласие на размещение видеозаписи в соцсетях. Позднее Эльвир Газизов обнаружил эти видеоролики в Ютубе. В суде инспектор заявил, что господин Байгильдин пропагандирует на негатив, порочит честь и достоинство, а также деловую репутацию сотрудника МВД. Суд, вынося решение в пользу уже экс-инспектора ДПС Эльвира Газизова, сослался на статью «Охрана изображения гражданина», которая защищает тайну внешнего облика человека. С 1 мая Башавтотранс открывает перевозку пассажиров по садовым маршрутам. Об этом сообщил исполняющий обязанности транспорта Башкортостана Виктор Жульков. По его словам, большая часть садоводов – это пенсионеры, пользующиеся льготным проездом, в том числе на пригородных маршрутах. Они могут приобрести единый социальный проездной билет для безлимитных поездок за 600 рублей в месяц. Башавтотранс запустит автобусы по 56 сезонным маршрутам, из них 18 в Уфимской и 15 в Стерлитамакской агломерациях.
Между тем, с 4 мая подорожает проезд на городском маршруте номер 277 Максимовка-Мега, сообщили в мэрии Уфы со ссылкой на оператора маршрута компанию «Арбат Плюс». Стоимость наличного и безналичного расчета составит до Меги 35 рублей, по городу 30 рублей. Напомню, с 22 апреля индивидуальный предприниматель Виктор Искалин повысил стоимость проезда на маршрутах 272 Уфимский док-телецентр и 298 Уфимский док-Мега на 5 рублей. И в завершении выпуска данные о погоде. Сервис Яндекс.Погода сообщает, что сейчас в Уфе малооблачно и плюс 7 градусов. В течение дня сохранится облачная погода, возможен дождь и температура воздуха будет до плюс 11. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. В студии Разиф Абдуллин. Руслан Валиев, за пультом Никита Полянин. С удовольствием представляем нашу сегодняшнюю гостью, ландшафтного дизайнера, а также сотрудника Института развития городов Башкортостана Ларису Ащеулову. Доброе утро, Лариса. Доброе утро, здравствуйте. А у нас есть телефон, СМС, WhatsApp, куда вы можете вопросы присылать. Также YouTube-чат мы продолжаем читать. У нас сегодня тема городских насаждений. И начнем, наверное, с самого наболевшего. Все-таки, да, вырубка городских деревьев. У нас периодически возникают какие-то эпизоды, которые вызывают споры. В частности, один из последних — это была Советская площадь с липами. Ну, пусть будет Советская площадь, да? Вот Советская площадь и улица. И улица прилегающая, да-да-да. Насколько это с точки зрения вот науки, с точки зрения ландшафтного дизайна, лесной науки оправдано, не оправдано? Да, уже приходила в гости по этому поводу. Свое мнение высказала, что деревья, как и мы, люди, имеют тенденцию стареть. И тут по ситуации. Если насаждения здоровые, выполняют свою функцию, то, естественно, на 100% мы их оставляем. Но если видим, что растения уже поврежденные, что свои функции не выполняют, то лучше их заменить в момент реконструкции, чтобы в дальнейшем, когда там через 10 лет появится необходимость их менять, не переделать ту же самую работу. Вот я, наверное, тоже, мы все-таки учились вместе, я как бы согласен, но когда меняют липы на сосны, у меня лично возникает вопрос. Я что-то припоминаю, что сосна — это не совсем дерево, которое хорошо живет в городе, скажем так. Все верно. Изначально по проекту Советской площади там рекомендовали посадку липы. Угу. Но кто-то придумал, что липа плачет, хотя сейчас очень много сортов лип, которые совершенно не пачкают. Что значит плачет? Во время цветения, вот когда липа пахнет, цветочки осыпаются, нектар, это все вот как бы... Типа аллергия какая-то. Нет, просто пачкает брусчатку. Тротуары становятся блестящими. Мы убирать не умеем. Да, просто поэтому зарубили, да, условно, изначально липу. Ну, глупость, конечно, и есть много сортов, которые не так обильно цветут и не будут пачкать ни брусчатку, ни людей. Посадили сосны, тоже совершенно с этим не согласна. Да, Руслан, ты прав. Соснам в городе не очень комфортно. Во-первых, они не выполняют свои функции, которые должны выполнять лиственные деревья, то есть их листовая пластинка, хвоинка, очень узкая, она меньше выделяет кислорода, не абсорбирует на себе вредные вещества, то есть свои санитарно-гигиенические, экологические качества не выполняет. Кроме того... Еще и страдает от газа и пыли, насколько я помню. Все верно. Ага. То есть вот эти вот массивы сосен вдоль дорог, это, я не знаю, это страдание бедным деревьям, потому что лиственные деревья ежегодно листву свою сбрасывают, таким образом избавляются от всего того, что они накопили. Хвойные деревья сбрасывают хвоинки через 3-5 лет, как мы знаем, соответственно, очень сильно страдают от загазованности, от запыленности. Ну и визуально, согласитесь, да,
В конце концов, не для тени меньше советской. отбрасывает, как бы сосна. Низ, Согласна. ствол голый, как правило. Нет, на тоже. самом деле Ага. я рекомендую в посадках использовать до 30% хвойных деревьев, потому что зима у нас длится 9 месяцев в году, и визуально глаз хочет чего-то зеленого, поэтому 30% хвойных, да, я согласна, но это парки, скверы, внутридворовые территории, но площадь это такое место, иная эстетика, поэтому лиственные деревья на штамбе там были бы уместны. А какие вообще деревья считаются самыми городскими, что ли, которые рекомендуются больше для посадки в городах именно? Липа мелколистная, тем более Южный Урал – это граница распространения ареала, то есть дальше восточная она не растет. Угу. И липа считается нашим национальным деревом, да, ее можно использовать. Их очень много сортов, и 3 вида можно сажать, и еще сорта у этих видов. Далее, яблони мы видим на улицах, они себя очень хорошо показывают, именно яблони сортовые. Причем они цветут весной, да, если вспомнить парк Матросова, то там вот сейчас, да, через пару дней начнется просто столпотворение вокруг этой яблони. Противники скажут, яблоки потом осыпаются и падают, значит, на тротуары, на машины. Сидят птички, которые клюют эти яблоки и потом пачкают эти тротуары и дорожки. Тут, конечно, любопытно, когда такие простые истины есть, кто-то принимает решение посадить сосны, как решение принимается? Наверняка в курсе, как эта кухня устроена, Ларис, у нас в эфире. Мне Что кажется, происходит? заканчивался сезон, ну, то есть я имею в виду зима и так далее. Во-первых, деревьев не достать, тех, которые должны были по проекту. Во-вторых, нужно было быстрее, скорее всего, закрываться, сдаваться. И вот озеленение, пожалуйста, хотите. А вот эти крупномерные сосны, они готовы, да? Тут у нас под Уфой их выращивают. Конечно. Ой, вообще, конечно, по поводу деревьев много вопросов. Вот у нас есть, например, практика убирать листву с тротуаров и с территории парков. Кто-то говорит правильно, кто-то говорит неправильно. У нас есть практика белить стволы. Опять же, тут отдельная дискуссия. Это вот прям любимое Хочется сейчас, да, разобраться. и очень актуально. Что говорит наука, да. Расскажу по поводу побелки, да. Угу. Взрослые деревья белить не то, чтобы не обязательно, просто глупо. А откуда это пошло, видимо, ну, самым адекватным, да, самая адекватная причина, считаю, во время войны, для того, чтобы ночью было безопасно ездить, белили деревья вдоль дороги, они отсвечивали, ну, то есть было видно, куда двигаться. Ага, в условиях слабых фар, например, это вполне себе логично. Да, так, да. Ага. А потом это все перешло, но это же красиво. Белый бордюрчик, да, мы аккуратно покрасим. То есть вы хотите сказать, никакой защиты от насекомых там и так далее, то есть они не имеют, не играют такой роли? Деревья, которые молодые, яблоньки, да, свежепосаженные, липы, клены, есть смысл стволы прятать от ранневесеннего солнца. Угу. То есть, но лучше укрывать матами тростниковыми, либо там, не знаю, мешковиной, потому что это более эстетично. Молодые стволы, да, потому что, хотите, расскажу, интересно физиологию немного? Давайте. Да-да. Растения, когда готовятся к зиме, световой день уменьшается, и он накапливает внутри клеток такой соленый бульон. Мы знаем, соль не замерзает, то есть внутри растения его соки превращаются в такой густой бульончик. А на весеннем солнышке это все начинает растапливаться, да, начинается активное сокодвижение, потом наступает ночь, мороз, и эта жидкость кристаллизуется, превращается в лед и разрывает ткани. Угу. Соответственно, повреждается стволик, и мы знаем, что такое морозобоины трещины, да, Руслан? Угу. Помню. Так. Поэтому молодые деревья, да, мы либо белим, но это осенняя побелка, чтобы раннее весеннее солнце, вот это вот февральское, мартовское, оно не повредило кору. Но если растения молодые, свежепосаженные, и как липы, клены, лучше всего, конечно, закрыть ствол, это более эстетично, матами, либо, я сказала, мешковиной. Что касается листвы, вот надо ее сжигать там, или лучше как бы пусть удобрение будет? Если это парковые пространства, где не такое большое количество диоксида серы, пыли, то, естественно, лучше оставлять подстилку, потому что это, и удобрение,
Но, с другой стороны, можно сказать, что там зимуют там вредители, да, под подстилкой. И если это вдоль дорог где-то, то, естественно, это все накапливается, мы говорили ранее, да, дерево избавляется от всего этого, и потом все снова в почву, в воду, да, там в реки. Угу. А вот стрижка. У нас, опять же, практикуется, особенно под линиями ЛЭП, довольно-таки безобразно стричь. Очень крупные деревья зачастую, и березы там страдают, и тополя. У нас не только вдоль линии ЛЭП, у нас как любят красиво, вот просто, да, давайте. Это они красивым словом кронирование называют. Да, откуда это пошло? Естественно, правильная, грамотная обрезка должна быть, но правильная и грамотная. Когда дерево изначально оно свежепосаженное, и каждый год проводятся уходные работы, формируются кроны деревьев для того, чтобы дерево не перерастало изначально. Это снижает ветровальность, потому что мы знаем, да, тополя любят валиться там, и так далее. Вот. Это эстетично, и это необходимо. Но когда 20 лет не проводили никакие уходные работы, а потом разом взяли и макушки спилили, естественно, вот этот вот спиленный ствол, вы представляете, какая у него поверхность, это открытые ворота для инфекции. Вот все, что, пожалуйста, мы сейчас в коридоре обсуждали момент лиственниц, да? Кужановских лиственниц. Да, чтобы непонятно, что... Они за один год не погибнут. Естественно, мы знаем, там, как деревья себя ведут, что они могут еще 10, 20 лет стоять, а потом погибнуть. Хотя могли бы еще 100, 200, 300 лет жить спокойно. Вот тут, кстати, наш радиослушатель пишет, что некоторые деревья, имеющие большой возраст, надо убирать в целях безопасности. Вот хотелось бы про возраст узнать. Вот, буквально в эту субботу, во время субботника экологического в Кушнаренково, срубили красивую еловую аллею вдоль дороги к набережной. Об этом вот нам наши радиослушатели написали. И жители были резко против. Они утверждают, что этим елям еще жить да жить. 20 лет они простояли. Вот ваш научный взгляд, как бы, сколько должны ели если 20 стоять? лет, я сразу могу сказать, что это детский возраст как бы для Можно ели. руку за это рубить тому, кто поднял руку. Поступили, к сожалению, вот так вот. И сейчас уже ничего не сделаешь. Там, конечно, высадили взамен на новую высадку, но они как бы... Сколько еще будут расти? Ну, да. Срубить, чтобы посадить, это прям железобетонная логика, да? Деревья, разные сорта имеют разный возраст, мы называем его возраст спелости. Ну, у лесников есть такое понятие, и либо возраст рубки, потому что инженер лесного хозяйства использует... Такой термин, да? Да, понятие возраст спелости для того, чтобы использовать древесину. В городе, естественно, деревья могут жить гораздо дольше при хорошем уходе. Опять же, я говорю, изначально мы их посадили, и ежегодно в Советском Союзе была хорошая система грамотного ухода, еще что-то там в горзеленхозе осталось, им нужно отдать должное, они молодцы, они достаточно хорошо еще ухаживают за насаждениями в нашем городе, потому что в Казани там проблемы. А как они ухаживают? В чем этот уход заключается? Вот мы его не видим, обыватели. По поводу деревьев, ну, по крайней мере, сухие ветви обрезаются. Если прийти в Парк Победы, можно посмотреть, насколько он чистый и аккуратный. То есть есть такие ключевые моменты в городе, да. А все-таки вот возраст. Вот мне объясните, те же ели, липы, там, которые у нас вот распространены, сколько они в итоге могут простоять? Прям хочется цифру услышать? Ну да, примерно хотя бы, не точно. Ну, 80 лет у мягколиственных пород, ну, 60-80 у них возраст трубки уже наступает. То есть 80 лет это 100% дерево будет жить и хорошо себя чувствовать. Это про ели? Нет, это сейчас про лиственные. Ну, то есть липы наши посажены когда в конце 50-х, то есть им еще нет 80. Понятно. Если про липы уфимские говорить, да? То есть как бы они могли бы еще стоять. А если хвойные породы? Хвойные более 100 лет. Более 100 лет. Конечно. Но опять же мы говорим, да, если это вдоль дорог, если это какая-то не очень хорошая экологическая обстановка, естественно, им очень плохо, они страдают. Опять корневая система, да, если это массив какой-то, где не ходит, ну, нет вытаптывания, то они очень долго будут себя хорошо чувствовать. А если там постоянно по корневой системе, мы же знаем, у елей корневая система поверхности, она располагается 20-30 сантиметров над уровнем грунта, то есть не уходит вглубь. А можно еще такой тоже дурацкий вопрос? А как вообще определить возраст дерева, если, допустим, как контролировать это вот? Ну, во-первых, по толщине ствола и по высоте видно, если в нормальных условиях дерево, если визуально мы хотим увидеть, по высоте... научного подхода нет? Есть, конечно, как раз вот... Буравчик.
вбуравливаются в ствол и считают годовые кольца. Да. А вы знаете, я вот был в Израиле, меня очень поразило, что там каждое дерево пронумеровано. То есть, если там пропадет какое, не дай бог, дерево, все будет понятно. Какая хорошая тема, идеальная, я не знаю, уже сколько мы об этом трезвоним, что нашему городу необходима инвентаризация зеленых насаждений. То есть нужно наносить деревья на карту, и интерактивно будет понятно, какие у нас насаждения. Можно было бы определить возраст и понимать, вот на этой улице через 10 лет нам бы деревья заменить. А вот здесь мы их только что посадили, и мы можем там еще 30-50 лет за ними ухаживать там, и так далее. Это же очень огромный объем работы. Это огромный объем работы, но если включится общественность, то есть это есть приложение специально. Я думаю, что мы к этому придем. Но вообще огромный объем. Если сейчас начать, то лет через 10 мы всю картинку получим. В технологиях можно гораздо быстрее это все сделать. Ларис, хотелось бы твое мнение, вот как человека разбирающегося. У нас есть ряд проблемных точек в городе, когда значит, местные жители протестуют против того, чтобы там застройщик пришел и построил рядом с парком свой дом и заодно облагородил бы парк. Например, Кошкин лес. Да, то есть, с одной стороны, как бы людей можно понять, то есть, как бы не хотят они соседей новых, там, пробки не хотят, перенаселенность. С другой стороны, лес, который сейчас заброшен и дик, будет облагорожен. Что лучше? Есть ли тут правильное решение, одно из двух? Нет, ну, естественно, земли мало в городе, да, всем хочется жить в центре. Это очень крутое решение, если застройщик приходит и облагораживает близлежащую территорию. Там на порядок выше цена квартир, по сути, должна быть, да? Но если это действительно такой добрый посыл, грамотно сделанная работа, а не так, что мы облагородим, пришли, тут выпилили, посадили 5 елок и на этом закончили. Я бы еще хотел спросить, вот есть ли какой-то норматив, сколько деревьев должно быть в городе? Вот я помню, главный архитектор бывший Олег Бадин говорил, что у нас Уфа слишком зеленая. Она не слишком зеленая, она достаточно зеленая. Он говорил о том, что их леса много, их можно еще расчищать. То есть, условно говоря, 4-5 квадратных метров на человека, что ли, озеленения. Норматив. У нас огромные территории Забелья, Зауфимия, где лес. Как бы это все к городу относится. Если поделить на среднего жителя, получается много деревьев. Статистика получается. Конечно, такая, это статистически. А если взять вот город посередине, как бы он вполне себе обычный, я так понимаю. Ты прав, да, у нас просто город окружен городскими лесами, и они свою функцию выполняют очень хорошо. Но никаких уходных работ не проводится, ветшает, падают деревья, во-первых, рассадник инфекций, вредителей, во-вторых, очень сильно пожароопасно, да. Опасно и для людей, если упадет, не дай бог, ветка какая-нибудь тяжелая. Я, кстати, смотрю вот сейчас вот эти вот субботники массовые, да, все под камеры высажали деревья в минувшую субботу, и везде в основном одни и те же сосны. Нет, это, конечно, ценная хвойная порода. Вот как с этим быть? Мы уже объяснили, что в городе... есть какая-то общая политика, это, конечно. Да. Если есть градостроительная, то, наверное, лесоустроительная, я не знаю. Мое мнение, что очень нехорошо вот эти все стихийные посадки, они должны быть стихийными. То есть это все должно быть согласовано, то пошла эта мода. Руслан, если мы хотим сажать лес, можно обратиться в лесничество и пойти по-настоящему сажать лес, как мы это делаем, да? А сажать в городе стихийно, потом опять непонятно, кто ухаживает. Но нормативы не соблюдают, во-первых, да, расстояние от зданий, не учитывают все эти. Собой, и потом опять начинаются конфликты. Я думаю, что это должно быть все контролируемо. Упорядочено. Да, понятно. Ну и опять, да, перебью, извини. Ну, естественно, крупномеры это должны быть, деревья взрослые, которые сразу включаются и сразу свои функции выполняют, не которые несколько лет мучаются там, и потом в итоге... Неизвестно вырастут. То есть должны быть именно саженцы, а не сеянцы, насколько я помню, саженцы. Да? Потому что изначально из питомника появляется сеянец, его можно сажать только в лесу, наверное, на делянке, где как бы естественные условия обитания. Ой, какая тема, одна из моих любимых и интересных. Но наше время истекает, и я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, ландшафтного дизайнера и сотрудника Института развития городов Башкортостана Ларису Ащаулову, своего соведущего Разифа Абдуллина, Руслана Валиева и Никиту Поляина. Друзья, после 15 часов услышимся в программе «Персонально ваш» с Владимиром Савичевым. Слушайте «Эхо». Хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батареям.